корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем в ближайший час. Во время своего ежегодного послания парламенту Якутии Найсен Николаев поставил приоритетные задачи по защите здоровья населения, в первую очередь в борьбе с коронавирусом. Так почему же так важен коллективный иммунитет? Вакцина создает достаточно высокий уровень иммунитета. Вакцина помогает в случае, даже если человек инфицируется, то вакцинированные болеют легко, намного легче, чем непривитые. Скорой помощи Якутии 90 лет. Как работает скорая сегодня? Хватает ли врачей и возросла ли нагрузка в это непростое время? Медицинская помощь – это не… И вообще скорая медицинская помощь – это не просто доставка пациента. Да? Это сегодня непосредственно, прежде всего, оказание помощи в экстренных условиях, самую первую, которая необходима для того, чтобы дальше уже продолжить, сохранять жизнь человека. Судьба двух нерюнгринских детей, брата и сестры, закрутилась в круговороте вопросов опеки после смерти их матери год назад. Как сложилась ситуация на сегодняшний день? На протяжении всего вот этого времени, что вот как обратились мы в опеку, и они написали заявление, мы ребенка не видим. В саде ходит ребенок, там у Алены знакомые живут рядом с садиком. Они видят, утром вводят опекуны бывшие и забирают вечером опекуны бывшие. То есть ребенок у отца не находится, у родного. В Москве проходит международный гастрономический фестиваль северной кухни «Вкус Арктики». Его инициатором выступила Якутия. Фестиваль стал одним из официальных мероприятий председательства России в Арктическом совете. Якутия отлично передалась через Индигирку из Чира. И самое главное, что здесь люди имеют возможность познакомиться с потрясающей, глубокой культурой, не просто кухней, а культурой русского севера, культурой русской Арктики. И, конечно, Якутия, как самый большой субъект Российской Федерации и самая большая арктическая территория у нас богато представлена здесь. Поэтому спасибо Арсению Сергеевичу, спасибо республике за, как всегда, качественную, отличную отработку. Начнем с ситуации с коронавирусом. Я не знаю, что движет этими людьми, но, тем не менее, 11 человек привлекли к ответственности в республике за распространение недостоверной информации о вакцинации и действии системы QR-кодов. Отмечается, что фейковая информация касается недостоверных сведений по поводу негативных последствий на здоровье человека после получения вакцины, с призывом населения к массовым нарушениям общественного порядка. 11 фактов распространения фейков доведены до административной ответственности, а сумма штрафов 210 тысяч рублей. И это только начало. Как сообщил в интервью нашему телеканалу заместитель министра внутренних дел региона Владимир Арбузов, работа в этом направлении ведется сейчас очень и очень серьезная. Тем временем президент Владимир Путин заявил, что перед введением QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности системы. Российский лидер отметил, что законопроект о QR-кодах имеет рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с российскими регионами. А власти страны постараются не допустить никаких опрометчивых решений в ситуации с нововведением. Руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровая попросила российского лидера дать поручение дополнительно проработать все вопросы, которые могут возникнуть с принятием этого законопроекта. Между тем, накануне Индия запретила международные рейсы до конца января следующего года. Таким образом, Генеральный директорат гражданской авиации страны решил не возобновлять регулярные международные рейсы с 15 декабря. Это решение было принято на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон». Ну а что касается безопасности наших жителей, то въезд в Россию из 9 африканских стран и Гонконга запретили полностью. Связано это опять же с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Отменили им существовавшие ранее исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее в оперативном штабе объявляли, что въезд в Россию иностранцев, живущих на территории Гонконга и ряда стран Юга Африки, будет ограничен, так как мировым эпицентром распространения «Омикрон» штамма является как раз Юг Африки. Наибольшее число официально инфицированных
им выявлено именно в Южноафриканской республике. Новый штамм обнаружено более чем в 50 странах, при этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся. И на этом фоне очень обнадеживающе выглядит информация о том, что вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца текущего года. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно будет применяться вакцина «Спутник-М». Она состоит из 2 компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15. Но об этом говорилось уже не раз. Только с помощью коллективного иммунитета мы сможем победить этот коварный вирус. Именно для борьбы с коронавирусом этот год главой Якутии был объявлен годом здоровья. Тогда, во время своего ежегодного послания парламенту Якутии, Найсен Николаев поставил приоритетные задачи по защите здоровья населения, в первую очередь в борьбе с коронавирусом. О важности получения коллективного иммунитета и вакцинации против COVID-19 материал Ульяны Шагиной. Уже год Якутия охвачена масштабной вакцинацией против COVID-19. Полный курс вакцинации прошли более половины якутян. Ход прививочной кампании находится на личном контроле главы Якутии. Эта сложная организационная работа ведется в регионе в ежедневном режиме. Я считаю, что вакцинация, которая очень активно идет у нас в республике, в том числе я хочу особо отметить город Якутск, где число людей, взрослого населения, получившего первый компонент вакцины, уже превысило 70%. Вот это все привело к этим положительным результатам. Вместе с тем, конечно, нам предстоит еще большая работа для того, чтобы закрепить это. И я еще раз хочу призвать наше население активнее вакцинироваться. Это абсолютно необходимо для сохранения и вашего здоровья, и здоровья ваших родных и близких. Население Якутии активно подключается к этой масштабной акции. Многие уже понимают, насколько важно достичь коллективного иммунитета. Если в прошлом году только за счет самоизоляции можно было остановить вирус, то сейчас нам помогает вакцина. Ставлю сейчас 3-ю прививку, да, и очень довольна, я не болею. И все вот эти, которые были, связаны там болезни, я их как-то с легкостью прошла. Даже ни температуры, ни кашля, ничего не было. И прививки я всегда ставлю своевременно. Я считаю, что это надо делать, это обязательно. Сегодня вакцинация охватывает взрослое население региона. В самом начале привились сами медики. Далее примерами становились сотрудники полиции, педагоги. В эфире нашего телеканала вакцинировался и сам глава региона. Личный пример в таком важном деле работает лучше всего, чем призывы к вакцинации. Я получил прививку «Спутник Ви». Самочувствие у меня нормальное, хорошее. Спустя год после начала прививочной кампании якутские медики могут говорить о том, насколько работает вакцина. Официальные данные служат тому доказательством. Ведь в регионе стабильно сохраняется резерв свободных коек, а количество выздоровевших превышает количество заболевших. Вакцина создает достаточно высокий уровень иммунитета. Вакцина помогает в случае, даже если человек инфицируется, то вакцинированные болеют легко, намного легче, чем непривитые. Вообще даже может пройти как обычный легкий. Заболевание может пройти как легкий насморк, и человек и не заметит, что он заболел коронавирусом. Вакцина предотвращает тяжелые случаи, предотвращает осложнение коронавирусной инфекции, летальные исходы, предотвращает процент госпитализаций. Поэтому вообще не только от коронавирусной инфекции любая вакцина – это на сегодняшний день самая эффективная защита от инфекционных заболеваний. Человечество ничего лучше в борьбе с инфекционными заболеваниями не придумало, кроме как вакцинации. По всему миру для достижения коллективного иммунитета государства берут планку 80% вакцинации населения. В Якутии на сегодняшний день, благодаря активности граждан, эта цифра уже достигла 73%. Что такое коллективный иммунитет? Это общее количество вакцинированных и переболевших в течение 6 месяцев. То есть это иммунная прослойка
которая способствует предупреждению дальнейшего распространения коронавируса среди населения. По словам главы региона, эта задача должна быть выполнена уже в 2022 году, чтобы масштабные мероприятия к столетию Якутии прошли без ограничений в традиционном формате. И то, как мы проведем следующий год в ограничениях или без них, сегодня зависит только от нас. Ульяна Шагина, Светлана Балеева, Якутск, Ленск. Ну а я напомню, что глава Якутии Айсан Николаев 15 декабря выступит с ежегодным посланием к Государственному собранию Илтумен Республики. В послании будут озвучены стратегические направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Прямую трансляцию из зала республики будут вести телевизионные каналы НВК «Сахан», Якутия-24, Россия-24, а также Радио Тетим и Радио России. Я больше чем уверен, что вопросы здравоохранения, учитывая сложившуюся ситуацию, войдут в число приоритетных. Ну а дальше расскажем о тех, кто всегда на передовой. Скорой помощи Якутии 90 лет. Юбилейная дата для всех сотрудников станции – очень важное событие. Хоть сам день основания был в феврале, но из-за ковид-ограничений празднования тогда не состоялись. Как работает скорая сегодня? Хватает ли врачей? И возросла ли нагрузка на медиков в период сложной эпидобстановки? Расскажет Мадина Халикова. Скорая 101. Направление с чем у вас будет? Пневмония, да? Контакт с коронавирусом был, нет? Ребенок, да? Бронхопневмония. Температура есть? Помочь разобраться с диагнозом, разъяснить людям, как и какие лекарства принимать при симптомах. Это сердце якутской станции скорой, диспетчерская. Сюда из всех концов города, а порой и районов, поступают звонки от граждан. Вопросы всегда разные, а случаи порой не требующие отлагательств. В смене 3 диспетчера работают по 13 часов. Иногда нет даже минуты личного времени. Нужно срочно отправить бригаду на вызов. В полной готовности врачи с раннего утра. Ведь приехать по адресу нужно не более чем за 20 минут. Рабочий день наш начинается с без 15-8 утра. И работаем мы по 12 часов. Либо день, либо ночь. Начинается наш рабочий день с приемки смены. Переодеваемся и заступаем, ждем вызова. Нагрузка, да, возросла. В основном это идет нагрузка на педиатрические бригады. Увеличилось количество вызовов к детям с поводом температуры в основном. 1,5 года врачи словно военные на передовой в борьбе с пандемией. И нагрузка на всю систему здравоохранения возросла в разы. Для пациентов с признаками ковида работает отдельная инфекционная бригада. Всего же на город 25 круглосуточных групп. В самой системе трудятся более 570 человек. Материально-техническое оснащение для скорых каждый год стараются модернизировать. А учитывая, что 2021 для станции стал юбилейным, ей исполнилось 90 лет, медикам проводят обучающие семинары. Нужно сказать, что ежегодно распоряжением правительства Российской Федерации выделяется около 5000 машин скорой помощи, из которых, конечно же, к нам тоже приезжают эти машины. Например, в этом году было выделено 18 машин скорой помощи, которые были полностью оснащены всеми медицинскими оборудованиями. Мы все переходим сейчас на автоматизированную систему управления скорой медицинской помощи, в том числе переход на единый номер 112. Автоматизируется эта часть в районах. Для них будет проведен семинар для того, чтобы переход был более комфортным, скажем так. Награды за добросовестный труд и отличную работу в честь 90-летнего юбилея станции скорой помощи Якутии, фельдшера, врачи, педиатры, реаниматологи, водители и руководящий состав получили государственные и республиканские знаки отличия и благодарности. Вице-премьер республики Ольга Балабкина от имени главы Айсена Николаева, министра здравоохранения России Михаила Мурашко и от себя лично поблагодарила работников скорой. Медицинская помощь – это не… И вообще скорая медицинская помощь – это не просто доставка пациента. Да? Это сегодня непосредственно, прежде всего, оказание помощи в экстренных условиях, самую первую, которая необходима для того, чтобы дальше уже продолжить, сохранять жизнь человека. Поэтому я хочу поблагодарить всех за сохраненные жизни наших якутян.
Поэтому сегодня вот юбилей организации, которая выдержала, и, я думаю, выдержит еще. Также от Республиканского Минздрава станции скорой передали сертификат на покупку необходимых материалов. Глава ведомства особенно подчеркнула, что благодаря слаженной работе СМП и профессионализму ее работников удается выстроить четкий план действий по оказанию медпомощи. Основные задачи никак не меняются. Они всегда были, остаются и будут. Это оказание быстрой, качественной помощи людям, которые вызывают вас. И от этого зависит уже дальнейшая жизнь и судьба тех людей, которые возлагают на вас большие надежды. У вашего коллектива свой характер, и он всегда особенный. Вы всегда говорите свою точку зрения, и это правильно. Огромное вам спасибо. И даже те такие управленческие моменты, которые мы принимали, это все благодаря вам. Праздник праздником, но работа не ждет. Сразу же после торжественной части сотрудники скорой снова надели белые халаты и вышли на передовую. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. День за днем. Мы продолжим подводить итоги недели сразу после небольшой паузы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Очень непростая история произошла в Южной Якутии. Судьба двух нерюнгринских детей, брата и сестры, закрутилась в непростом круговороте вопросов опеки после смерти их матери год назад. На семейном совете после похорон матери на то время 16-летнему сыну Данилу дали право решать самому, с кем он вместе со своей младшей сестрой Алисой будут жить. Как стали развиваться события далее, в материале наших нерюнгринских коллег. К родной бабушке, проживающей в поселке Беркакит, Даниил не переехал из-за большого расстояния до школы, которая находится в городе Нерюнгри. Парень принял решение жить с младшей сестрой у друзей покойной матери. Была оформлена опека. По словам родных тети и бабушки Даниила и Алисы, после этого видеться с детьми им стало проблематично. Периодически приходилось вот так постоянно выпрашивать, как бы с ребенком увидеться. Спустя какое-то время Даниил изъявил желание съехать от опекунов. Ну и она мне сказала, мол, типа, я Данила не хочу уже здесь видеть, прям при нем сказала, что я не хочу себя дома видеть, потому что вот он за моей спиной с вами меня обсуждает. Я говорю, он не обсуждает, он ребенок, он пришел к нам за помощью, то есть за советом, за помощью, он имеет на это право. Данил собрал вещи, к нам переехал жить. Стал вопрос о том, как быть с младшей сестрой Данила, ведь родные брат и сестра должны расти вместе в одной семье. Опекуны предложили оставить все как есть, с возможностью родственникам видеться с девочкой. Данил остался у нас жить. Потом стал вопрос, когда что Данилу уехать поступать, нужно собирать деньги на поступление, там, чтобы ему жить и так далее. Я говорю, вы же получаете выплаты, пенсию, там, пособие. Я говорю, давайте так, вы будете либо Данилу, либо мне там на ваше усмотрение. Я говорю, перечислять эти деньги, мы будем собирать их. На что она мне ответила, ну, в переписке у меня все в WhatsApp есть, что, мол, типа, я считаю, вот пенсию я, говорит, получила, пенсию потратила там на уплату кредитов и так далее, могу часть отдать. То есть ключевое слово «могу отдать». То есть она не посчитала нужным даже, что деньги ребенка нужно отдать ему. Вот. А, мол, типа, пособия я считаю справедливым, чтобы остались у нас. Мы их тратили на Алису. Хотя на нее они тоже получают пособие, понимаете? Тогда тетя с бабушкой пошли в органы опеки. На одной из встреч в отдел опеки с друзьями покойной матери пришел отец девочки и оформил Алису на себя. На протяжении всего вот этого времени, что вот как обратились мы в опеку, и они написали заявление, мы ребенка не видим. В саде ходит ребенок, там у Алены знакомые живут рядом с садиком. Они видят, утром вводят опекуны бывшие и забирают вечером опекуны бывшие. То есть ребенок у отца не находится, у родного. Да, отец не выполняет своих обязательств по воспитанию ребенка, поэтому мы хотим забрать ее. На наш звонок и предложение прокомментировать ситуацию отец девочки и бывшие опекуны отказались от комментариев, сообщив, что у них нет никаких проблем. А родные хотят знать, где и с кем сейчас живет Алиса.
Органы опеки проводят проверку условий жизни подопечных детей, то есть несовершеннолетних, над которыми установлена опека или попечительство. Проверки проводятся в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года, номер 423. Порядок этот называется «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». В общем порядке проверки проводятся 2 раза в год. Но при поступлении от юридических или физических лиц, устных или письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей, либо о нарушении прав и законных интересов, орган опеки вправе провести внеплановую проверку. Сегодня, занимаясь юридическими делами покойной дочери, Рима Ильина узнала, что опекуны не получили наследственное дело у нотариуса. Кроме того, на комнату в общежитии, которая была в собственности покойной женщине, за год накопились долги. Исходя из всей сложности ситуации, сегодня родственники несовершеннолетних детей видят единственный выход из ситуации – судебное разбирательство. Будем составлять исковое заявление уже на установление порядка общения, ну и на взыскание долгов. Долгов за Данила и за комнату там. Ну, в данной ситуации только дети страдают, мне кажется. Да. Больше никто. Страдают только дети. Вот. И сделать мы ничего не можем. Пока ничего не можем. Пока мы он можем отец... только установить через суд сейчас порядок общения. Порядок общения, да. И то, я думаю, что он будет уклоняться, скорее всего. Он и сейчас, он же прекрасно понимает, что если мы в суд подадим, все равно установят порядок общения. Что ему мешает на добровольной основе разрешить нам видеться с ребенком? Мы же не влияем на него как-то плохо. Мы же, извините, не алкоголики, не наркоманы, не психически неуравновешенные люди. Мы нормальные семьи, как все нормальные люди. Сегодня у родных есть вера, что непростая ситуация в их семье прояснится, и надежда, что произойдет это как можно раньше. Ведь женщины делают для этого все, что в их силах. А мы будем следить за развитием событий. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Очень хочется верить, что здравый смысл восторжествует, и эта ситуация все-таки разрешится благополучно. Тем временем в Якутии 255 ранее одиноких, пожилых и людей с инвалидностью проживают в приемных семьях. Одну из них, Раису Белялову, семья Васильевых из Мархи приютила 10 лет назад. Раисе Беляловой 92 года. В молодости окончила в родном Ташкенте медицинский институт, стала врачом и в 1952 году по назначению приехала в Якутию. С тех пор много лет проработала в системе здравоохранения. Ветеран тыла стала практически родной бабушкой для Васильевых. Раиса Белялова, несмотря на преклонный возраст, не упускает свежие выпуски газет, по памяти может прочитать целую поэму и даже говорит на английском. По словам бабушки, Васильевы очень хорошо заботятся о ней. Все хорошо относятся. Я всем довольна. Единственное, что я недовольна тем, что я не могу ходить никуда. Только это меня беспокоит. А так я жизнь Якутии люблю читать. Сахасери на русском языке люблю читать. И радуюсь, когда какие-то достижения есть в районах, про кого-то хорошего человека. Вот сейчас рассказывают, вот Намский район рассказали еще про эти памятники, ну, которые погибли, всех помнят. Я говорю, какие вы молодцы. Лежу и говорю, какие вы молодцы. Хвалю на расстоянии. Но сейчас к другим темам. 16 лучших добровольцев республики получили благодарственные письма президента России и главы республики Айсена Николаева. Торжественное мероприятие прошло в рамках минувшего Всемирного дня добровольца. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Вклад волонтеров в общее социальное благополучие республики сложно оценить по достоинству. Каждый раз во время кризиса добровольцы доказывают, насколько их движение значимо и необходимо. Так, с начала пандемии огромную поддержку региона оказывают волонтеры-медики. А в декабре 2021 года их признали лучшим региональным отделением в рамках международного гражданского форума «Мы вместе». Что говорить о нашей победе регионального отделения? В этом году мы получили лучшее региональное отделение в 3-й категории. Это от населения 400 тысяч человек до 1 миллиона. И мы заняли
лучшее региональное отделение. Мы к этому очень готовились. Мы в прошлом году не смогли ничего занять, но и для нас это стало мотивацией, и мы очень сильно готовились, мы очень много работали, начиная с 1 января этого года. И для нас получать данную награду – это огромная честь. Рассказывая о помощи, нельзя не упомянуть и работу волонтеров Победы. Ежегодно добровольцы организуют акции, проводят классные часы по воспитанию гражданско-патриотического духа в подрастающем поколении. Но самое важное – это помощь ветеранам, которую они оказывают на постоянной основе. У некоторых ветеранов нет близких, и они живут одни. И часто мы к ним ходим. Ну, ходили, да, до пандемии. Но сейчас мы с ними держим узкую связь, и они грубо говоря, нас всех знают. Я могу сказать то, что по всей республике осталось 35, к сожалению. В мае месяце их было свыше 50, а вот уже... Сегодня волонтеров привлекают и для событийных мероприятий, и для организации разных социальных проектов. Причем такие работники действительно трудятся для общего блага, от чистого сердца. Валентина, одна из получивших благодарность президента Российской Федерации, признается, для нее эта грамота лишь приятное дополнение к тому, чем она занимается. Письма являются большим таким бонусом для меня. А самое главное в волонтерстве для меня делать счастливыми людей и во благо общества. Что привлекает в волонтерстве? Да, это ты общаешься с единомышленниками, набираешься опыта, прокачиваешь свои soft skills и, конечно же, обретаешь новых друзей. В этом году волонтерское движение республики отмечает свое десятилетие. За все эти годы движение стало не только по-настоящему масштабным, но и продолжает развиваться и крепнуть. Глава республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев достаточно большое значение передавал и передает сейчас развитию волонтерского движения. Есть гранты как президента страны, так и главы республики Саха-Якутия, которые позволяют в этом общественном пространстве работать. Поэтому я воспользуюсь сейчас такой возможностью и сказать о том, что те, кто желает помочь кому-либо, приходите в это прекрасное общественное пространство и просто будьте волонтерами. На сегодняшний день в Якутии уже насчитывается более 2500 добровольцев. И это только официальное количество. На деле же численность волонтеров в регионе намного больше. Есть те, кто трудится и в отдаленных районах республики, кто не действует в рамках только одного движения, а просто любит помогать и понимает, как эта помощь важна. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии завершили реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика России». Так провели скоростные линии связи и подключили к интернету 1385 социально значимых объектов в селах региона. Как отметил министр инноваций Анатолий Семенов, подключение к интернету способствует развитию связи в отдаленных и малых населенных пунктах. Что хочется отметить, 3 года эти были непростые. Пандемия, постоянные пожары, то холодно, то жарко, то зимник есть, то нет, отсутствие постоянной переправы, да, ввиду отсутствия моста, да, завозки грузов. Особенно в первый год было тяжело, потому что мы начали делать проект в сентябре, соответственно, а сдавать должны были уже к декабрю первый этап. И мы очень сильно торопились, чтобы закупить оборудование и успеть его доставить до того, как, соответственно, встанет переправа. Вот. Хочется также отметить стойкость характера населения, потому что очень удивляешься, когда на улице минус 50, а люди выходят, работают, тянут кабель, ставят антенны. Это дорогого стоит. Поэтому я сам этим занимался, сам это проходил, и могу оценить ту работу, которую они здесь провели за эти 3 года. Устранить цифровое неравенство. Именно такую задачу поставило правительство Российской Федерации. Для этого на территории всей нашей страны реализуется федеральная программа по подключению к интернету всех сельских населенных пунктов. И наша Якутия не стала исключением. И Ленский район в том числе. В прошлые 2 года была проведена магистраль оптоволокна до сел. В этом делают подвод каждому дому за счет районной казны. Анна Кожевникова продолжит тему.
Из города в село всемирная паутина раскинула свои сети по всем сельским населенным пунктам Ленского района. Магистральная линия оптоволокна проведена в каждый наслед, где сегодня завершаются последние этапы подключения к высокоскоростному интернету частных домов. Сегодня каждый бичинчанин с нетерпением ждет этого важного события. Всего в Бичинче проживает свыше 700 человек. В прошлом году здесь были подключены соцобъекты, благодаря чему в школе ученики могут использовать безграничную кладезь знаний и полезной информации, различные обучающие сайты и программы в интернете. А в клубе появился кинотеатр. Селяне могут смотреть якутские фильмы буквально сразу после премьеры. У нас интернет уже есть, уже 5G. И вот то, что надо нам, онлайн-учение, онлайн-мастер-классы, посещаемость сайта, все, что связано с интернетом, уже все работает нормально, доволен. Дома тоже хотелось бы интернет, да, очень жду. Вот с осени уже все подготовили. Ну, сейчас готовимся, когда подключат к нам, обычным жителям, частным домам. Такая глобальная работа проведена не без участия районной администрации. Только в этом году на эти цели было выделено свыше 14 миллионов рублей. Поэтому интернет в каждый сельский дом придет совершенно бесплатно. Благодаря работе районной администрации в этом году в нашем селе ведутся работы по установке GPON. Это позапрошлом году протянули оптоволокно до села и были подключены бюджетные учреждения. Из-за того, что Ростелекомовская линия была старая, ветхая, не все желающие могли подключиться к оптоволокну. И в этом году завершается работа по установке GPON. Это до каждого дома будет протянуто оптоволокно, и все желающие будут подключены. И каждый житель, приобретя исключительно только необходимое внутридомовое оборудование для подключения, сможет стать обладателем высокоскоростного интернета, что сразу облегчит жизнь на селе. Не надо будет выезжать в город для выполнения каких-то элементарных платежей, подачи документов и других надобностей, которые можно сегодня реализовать посредством современной связи. В этом году мы заключили договор также с Ростелекомом, порядка 14 миллионов рублей. Из бюджета муниципального образования Ленский район выделено на эти цели, и оптоволокно будет заведено в каждый дом. Это у нас 10 поселений, есть заречные районы, те поселения, которые небольшие и где позволяет местность, там будет беспроводной широкополосный доступ, так называемая технология, но это никак на качество связи не повлияет. А в остальные по технологии GPON, это то есть именно оптоволоконная линия. Также желающие смогут подключить Wi-Fi, интерактивное телевидение. В нее уже идет работа с абонентами. В остальных населенных пунктах, как и в Бичинче, подходит к завершению подвод оптоволокна к домам. Практически все поселения охвачены, за исключением труднодоступных. Это Ярославский, Хамра и Талон. Мы направили заявку по федеральной программе. Это до небольшие населенные пункты, до 100 человек. Сейчас там будем устанавливать вышки сотовой связи. И сразу будем решать вопрос по усилению 4G формата, что было. По Талону мы решаем вопрос тоже. В принципе, в следующем году, наверное, начнем строительство. Там с линией тоже Сургутнефтегаза. Таким образом, в Ленском районе цифровое неравенство будет устранено, и федеральная программа успешно реализуется. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Светлана Болеева, Ленск. Мы продолжим сразу после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. Коллективу авиакомпании «Якутия» на этой неделе представили нового руководителя. Им стал Андрей Винокуров, утвержденный на должность советом директоров авиакомпании. С сентября Андрей Винокуров временно исполнял обязанности руководителя авиакомпании, а до этого был заместителем гендиректора по коммерции. В мероприятии принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев, который отметил, что авиакомпания «Якутия» – это основной авиаперевозчик и стратегическое, системообразующее предприятие, в связи с чем правительство региона ставит перед ним достаточно жесткие требования, в том числе в части повышения эффективности, ответственности работы всех подразделений. Это касается и безопасности, и регулярности полетов. Министр выразил уверенность, что все эти требования новым руководителям будут обязательно реализованы.
у нас сегодня имеется концепция развития на ближайшее время, и мы, как говорится, правительство и Министерство транспорта оказываем и готовы оказывать и продолжать оказывать поддержку нашему основному системообразующему предприятию в авиационной отрасли, нашему главному перевозчику в Республике авиакомпании «Якутия». На Винокурова Андрея Семеновича, нового генерального директора, возлагаются большие надежды. Человек уже давно работает в авиационной отрасли, значит, 12 лет проработал в авиакомпании «Якутия», работал и в авиакомпании «Полярные авиалинии» заместителем генерального директора. Поэтому уверен, у него все получится, и он соберет хорошую, опытную команду. 82 новых автобуса отправляются по различным образовательным организациям Якутии. В столице региона прошло торжественное вручение ключей от нового автотранспорта. Все подробности в сюжете Надежды Саханской. Новые автомобили существенно облегчат перевозку школьников и педагогов в районах республики. Не секрет, что качество дорог в отдаленных населенных пунктах региона напрямую зависит от времени года и погоды. Надежные отечественные автомобили незаменимы при бездорожье. Надо сказать, что у нас 3-й год реализуется федеральная программа «Школьные автобусы». С 2019 года школы республики получают школьные автобусы, ПАЗы и «Газели». Вот. В 2019 году их было 47, потом в 2020 году было 72, и сегодня мы получили 82 автобуса. Автобусы полностью адаптированы под северные условия. К примеру, такая «Газель» вмещает в себя 12 пассажиров. На переднем сиденье, разумеется, место для педагога. И здесь в салоне помещается 11 школьников. Сиденья оборудованы новой системой безопасности. Такое масштабное обновление автопарка – важное событие для нашего региона. Благодаря федеральной поддержке на данные цели было предусмотрено более 165 миллионов рублей. Автобусы для перевозки детей позволят обновить автопарки, организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями санпинов. Кресла в салоне оборудованы специально для детей-пассажиров. Ремни безопасности здесь регулируются под рост и вес ребенка. Машина оказалась 4 ВД, полноприводная. Это очень нас радует, потому что это спецмашина, и ее не надо проходить лицензирование. Как бы упрощает вопрос. У нас 83 участника в школе. Их, мы малокомплектная школа получается. И у нас не хватает учителей, например, музыки, чтобы их развозить, вот, именно по ДШИ, например, спортивным школам. Вот это очень нам поможет. Андрей Сергей Анатольевич. В целом на торжественном мероприятии ключи от новых автобусов получили руководители 9 школ республики. Транспортное средство помогает делать школьный процесс более увлекательным и разнообразным. Школьные автобусы, они играют очень важную роль в жизни школы. Они обеспечивают участие детей в различных мероприятиях, которые проходят за пределами населенного пункта, в олимпиадах, в турнирах, в соревнованиях, круглых столах, конференциях. И благодаря мобильности, благодаря участию детей в этих мероприятиях повышается в целом качество образования, знания расширяются. Отметим, что всего было закуплено 82 автомобиля. Из них 26 автобусов марки ПАЗ и 56 «Газелей». К слову, работа по обновлению парка школьных автобусов продолжится. Правительство республики уже направило заявку на получение федерального финансирования для закупки школьных автобусов в 2022 году. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Организовать собрание собственников многоквартирных домов стало намного проще благодаря государственной информационной системе ЖКХ. Возможности сайта уже опробовали жители многоквартирного дома в Якутске, рассказывает Саргалана Неустроева. Совсем недавно перед жителями дома по улице Лермонтова стояла непростая задача – сменить управляющую компанию. Для этого необходимо было организовать собрание собственников и проголосовать, достигнув кворума. Попытки собраться всем домом предпринимались несколько раз, но безрезультатно, пока Зинаида Соловьева, активная жительница, не узнала о возможности онлайн-голосования. В нашем доме 71 квартира.
и, соответственно, больше 70 собственников. Нам сказали, что можно вот провести онлайн. Мы сразу же спохватились, и у нас есть общая группа WhatsApp собственников дома, да, и собственники были готовы, поэтому так и решили. С сентября текущего года 7 управляющих компаний Якутска начали успешно практиковать новый формат голосования. Это не только отвечает современным нормам и требованиям введенных ковидных ограничений и доступно каждому собственнику, но и защищает результаты голосования от подделки. Система электронного голосования исключает возможность подделки бюллетеней, а также формирования неправильного протокола, также исключает возможность неправильного порядка предоставления информации в управление Госстройжилнадзора. Но голосование – это еще не все, что теперь стало возможным благодаря государственной информационной системе ЖКХ. Программа позволяет оплачивать счета, просматривать важную информацию по собственному дому и многое другое. В ГИС ЖКХ можно посмотреть начисления за текущие и предыдущие периоды, оплатить за жилищно-коммунальные услуги, посмотреть тарифы за жилищно-коммунальные услуги, ввести показания приборов учета, посмотреть график проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, подать обращение в управляющую компанию и органы власти. Мы принимаем обращения граждан через систему ГИС ЖКХ для проведения проверок. Закон об онлайн-собраниях жильцов многоквартирных домов был принят еще в 2020 году. На сегодняшний день государственная информационная система ЖКХ интегрирована с единым порталом госуслуг. Для удобства использования системы было создано и специальное мобильное приложение. Сарглана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. На площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики состоялась презентация нефтегазовых проектов Якутии. По прогнозам, суммарный объем инвестиций в экономику республики от реализации крупнейших нефтегазовых проектов составит 422 миллиарда рублей. На деловой сессии якутских компаний с инвесторами побывала наш собственный корреспондент в Москве Туяра Константинова. Презентация якутских нефтегазовых проектов собрала в зале «Аншлаг». В центре внимания российских и иностранных инвесторов Западная Якутия и Алданский газовый кластер, где планируется организовать переработку природного газа, в том числе производство СПГ, на внутренний и внешний рынок сбыта. Если говорить о нефти и газе, то мы сегодня имеем показатели за 9 месяцев этого года по объемам добытого газа 9,5 миллиарда. Это в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году мы добыли более 13 миллионов тонн нефти. И по итогам года мы ожидаем тоже рекордных показателей за всю историю нефтедобычи. Мы сейчас стали уже номером 10 в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. По итогам этого года мы, скорее всего, будем номер 2 в Российской Федерации по темпам прироста промышленного производства. Мы являемся номер 2 в национальном рейтинге уровня развития государственно-частного партнерства. То есть действительно можно говорить о том, что Якутия преодолела рамки макрорегионального лидерства и становится одним из лидеров развития экономики в целом в нашей стране. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия. Якутия предлагает инвесторам богатый выбор привлекательных инвестиционных предложений. На территории республики 39 месторождений углеводородного сырья с запасами по газу 3 триллиона кубометров и нефти 650 миллионов тонн. В нефтегазовую отрасль придут компании с новыми технологическими решениями. Ожидается, что оптимизация в логистике, а также модернизация производства позволит снизить тарифы на продукцию для местных потребителей от 15 до 25%. Основной объем газа мы планируем распределить на нужды, внутренние нужды республики. Это потребители, в первую очередь, горнодобывающей промышленности, ну и другие потребители, которым нужно. В первую очередь даже котельные, элементарно котельные, дальние регионы, которые испытывают дефицит в ресурсе в газе. Проект влечет за собой строительство нового производства по переработке природного газа, ресурсов республики и дает возможность республике обеспечить завозимый продукт, который используется прежде всего агрономерной отраслью и не только, и сельским хозяйством. Будет привлечена современная наукоемкая технология с нашим партнером компанией «Казали», Швейцария.
что позволит создать не менее 100 рабочих мест в республике. Успешные бизнес-миссии в сфере нефти и газа для республики – это прежде всего новые рабочие места и налоги в региональный бюджет, которые будут направлены на реализацию социальных, инфраструктурных и транспортных проектов. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Ну а сейчас мы снова ненадолго прервемся. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. Очень добрые и трогательные события этой недели. Из перинатального центра выписалась мать-героиня Айталина Максимова, которая родила своего 14-го ребенка. О том, как проходила беременность и роды, а также о семье роженицы в сюжете Марфирины Алексеевой. Новорожденной малышке дали имя Милана. Имя выбирали всей большой семьей. Девочка родилась на радость всем, крепкой и спокойной. В семье Айталины и ее супруга Сергея – это 14-й ребенок. У нее еще 8 старших братьев и 5 сестер. Малышку Милану очень ждали. Айталина была рада узнать, что беременна девочкой. Пола ребенка, когда УЗИ делают, девочка стала, потому что у меня девочек мало. Ровно год назад в перинатальном центре Айталина родила своего предыдущего сына. Как и в этом году, роды и беременность протекала без патологий. Акушерки помнят Айталину и вспоминают, что будто знали, что снова встретят ее в этом году. Врачи отмечают крепкое здоровье молодой женщины. Одного ребенка она еще точно себе может позволить. И мы ее помним, и она рожала здесь. Ну, как-то тогда так не сакцентировалось, быстро все это ушло. Но в этот раз решили, что праздник необходим и для ее поощрения, ну и для наше такое тяжелое время, чтобы мы как-то стимулировали рождаемость, радость. Многодетную семью поддержала администрация города. Семье вручили сертификат номиналом в 100 тысяч рублей. Республиканский медцентр предложил обеспечить особый уход и обслуживание всем детям семейства. Айталина с супругами и детьми проживают в пригороде столицы в селе Сырдах. Местная больница также поддержала семью, подарив новорожденной кровать. Многодетная семья живет в двухэтажном доме. Отец семейства работает в Тулагинской школе. Самое главное – помощница – 22-летняя старшая дочь Татьяна. Со слов отца, главный секрет наложенного быта и счастья в доме – помощь друг другу во всем. Дочка есть, 7 класс, она тоже по дому помогает. Старшая дочь сделала график, кто чем занимается. Завтра кто убирает посуду, моет полы. Так, такой график. Мальчишки работящие. Лед сами брали. Рождение 14-го ребенка – уникальный случай. На сегодняшний день это самая многодетная семья. Это у нас впервые в нашем истории родильного дома и перинатального центра. Поэтому сегодня очень радостный день для нашего коллектива. Роды прошли очень хорошо, без осложнений. И тем более она во время беременности она получила вакцину против коронавирусной инфекции. Поэтому она сама защитила своего ребенка. Мы желаем этой семье самое главное крепкого здоровья, счастья, любви. 2021 год отмечается высокой рождаемостью. За 11 месяцев текущего года в Республиканском перинатальном центре родилось 5298 детей. А многодетных женщин, которые в этом году стали матерями в 5-й и более раз, 738 рожениц. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. В канун празднования Дня спасателя России в Доме правительства прошло мероприятие, посвященное всероссийскому гражданско-патриотическому проекту «Дети-герои». В рамках этого состоялось награждение детей, которые, рискуя, спасали жизни других людей. Мероприятие прошло под председательством сенатора Егора Борисова. Ежегодно к этой награде представляются несколько десятков детей и подростков России до 16 лет. В этом году из числа таких детей самое большое количество наград получают именно дети-герои из Якутии. В этом году от республики поступило 25 предложений. Из них, рассмотрев комиссию Совета Федерации во главе заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым, выбрали 13 детей, 3 награждаются медалями и остальные благодарственными письмами. У нас среди награждаемых дети, которые спасали детей в водах во время купания. И вы знаете, что в Бескиле, в горном районе, тоже во время лесных пожаров дети не испугались,
определенную ответственность проявили и спасали и имущество, предупреждали людей, чтобы не было последствий, жертв и так далее. Вот этих детей мы награждаем. Тем временем тренеры из Алдана воспитывают немало хороших спортсменов. Сезон соревнований по лыжным гонкам в самом разгаре. Ребята выходят на трассы, чтобы побороться за первенство команд. Ну а как зажигаются звезды лыжного спорта? С тренером из Алдана Ириной Пономаренко встретились наши коллеги. В спортзале лыжной базы «Снежинка» очередная тренировка. При выполнении комплекса упражнений работают все группы мышц. Тренировки у юных спортсменов проходят несколько раз в неделю. И к напряженному режиму будущие чемпионы лыжного спорта привыкли. Я очень давно занимаюсь спортом, с 6 лет. Сначала на фигурном катании, потом легкая атлетика, потом хоккей. Но потом пошла на лыжи, и мне очень понравилось. Родители немного занимались, и решила просто попробовать. И как-то все вот так пошло. Заместитель директора «Снежинки» и по совместительству тренер Ирина Вячеславовна – потомственная лыжница. Ее родители – действующие спортсмены и известные в Алдане тренеры Анна и Вячеслав Пономаренко. Лыжный спорт – это образ жизни семьи. Дочь пошла по стопам мамы и папы, едва научившись ходить. У меня выбора не было, у меня родители тренера, это такой хороший у меня пример, и как вот привели меня в спорт, и теперь хочется тоже продолжить их дело, поэтому мы этим прям, можно сказать, болеем, живем. Вообще у нас история в семье спортивная очень-очень издавна идет, еще Ирина бабушка занималась велоспортом, мастер спорта в этом виде спорта. Она у нас еще имеет кандидат в мастера спорта по лыжам. Со стороны папы Иринова тоже бабушка занималась лыжами, тоже разрядница. После разминки в спортзале группа продолжает тренировку на трассе. В общей копилке команды немало завоеваний и побед. А стартовавший сезон зимних видов спорта готовит ребятам немало новых испытаний. Да, есть уже подающие надежды, есть уже действующие чемпионы республики. Сейчас у нас ребята находятся на выезде в городе Сыктывкаре с Шафанидычем, и мы держим за них кулачки. Я считаю, что Анна Юрьевна и Ирина Вячеславовна, наши тренера, самые лучшие, самые добрые. Стоит отметить, что в юности Ирина не связывала профессиональное будущее с тренерской работой. Освоив экономические премудрости, она собиралась оставаться в лыжном спорте, как говорится, для себя. Однако призвание оказалось сильнее. Посидела в офисе, поняла, что это не мое, потому что это очень тяжело, когда ты всю жизнь двигался, а потом сел на попу и легкое удивление. И посидев так, поработав, поняла, что все-таки тянет в Алдан, тянет домой, тянет именно в лыжи, потому что работа с детьми – это, конечно, такой мотор, двигатель, это всегда заставляет тебя двигаться и соответствовать ребятам, которые занимаются. Спортивно-педагогическую деятельность Ирина нашла увлекательной и очень интересной. С детишками у тренера полное взаимопонимание. А успехами воспитанников Ирина Вячеславовна гордится. Обычно говорят, что тренера учат детей. На самом деле мы очень много набираемся сами от наших воспитанников, потому что они нас тоже учат и заставляют смотреть всегда вперед. Время вносит свои коррективы и в разговорный жанр, так скажем, и в спортивные какие-то вещи. Мы за ними стараемся не отставать, и поэтому нам тоже в силу своей профессии приходится за ними успевать все делать. Передавая практическое мастерство, наставники постоянно поддерживают в воспитанниках мотивацию к достижению цели и уверенность в своих силах. Звездочки лыжного спорта педагоги «Снежинки», говорит Ирина, зажигают вместе. И успехи юных лыжников становятся наградами для всех тренеров. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В Москве на фестивале «Вкус Арктики» представили кулинарные шедевры северной кухни. Фуд-ивент является одним из официальных мероприятий председательства России в Арктическом совете. Его инициатором и хедлайнером выступила Якутия. Помимо гастрономии, фестиваль запомнился и деловой частью, где презентовали проект Арктического совета «ЕАЛЛУ. Молодежь коренных народов. Культура питания и перемены в Арктике». Все подробности первого дня «Вкуса Арктики», а из сцены Бурнашовой. 800 тысяч озер, 2 миллиона километров рек, 1370 метров составляет глубина вечной мерзлоты. Это все о Якутии. На таких мультимедийных стендах, напоминающих айсберги, разместилась вся актуальная информация об арктических регионах и даже странах. Вот, например, стенд Исландии, страны льдов и снега.
Именно от Исландии в этом году представительство в Арктическом совете перешло к России. И сегодня все говорит об устойчивом развитии, сохранении наследия и культуры арктических общин. В деловой части Food Event презентовали уникальный проект «Яллу» – книгу, созданную молодежью Арктики о традиционных блюдах сразу 16 коренных народов мира. Мы защищаем знания о продуктах питания коренных народов, сохраняем их для будущих поколений. Несколько лет назад собрались 50 молодых людей, большая делегация со всего севера и, конечно, из Якутии, и начали общаться с пожилыми людьми о традиционной еде коренных народов. Эти знания в этой книге. Именно через сохранение культуры питания мы показываем уникальность традиции и говорим о многообразии культур, отмечают участники фестиваля. Проект «Яллу» важен для развития всей арктической территории. Мы видим, что работа России идет от сердца в плане поддержки коренных народов, в экономике, в устойчивом развитии Арктики. Сегодня мы также вместе говорим об изменении климата, его изучении, обсуждаем много действительно важных тем. Я из Канады, и я думаю, что у нас прекрасные партнерские отношения. Объединить креативные силы стран в решении проблем устойчивого развития регионов Арктики будет возможно и на Северном форуме, который пройдет в Якутии уже в следующем году. Северный форум устойчивого развития, он пройдет в сентябре, в конце сентября. Я с удовольствием приглашаю всех представителей молодежи, коренных народов Севера, всего мира, и вот с тех, с кем я сейчас встречаюсь, представителей, к нам в Якутию на этот форум. Самое ожидаемое событие гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», конечно, гала-ужин. Якутия, как инициатор и хедлайнер мероприятия, открывает его. Гостям подали королеву стола – индигирку из чира с икрой и сусальным золотом. Самое главное, что здесь люди имеют возможность познакомиться с потрясающей, глубокой культурой, не просто кухней, а культурой. И, конечно, Якутия, как самый большой субъект Российской Федерации и самая большая арктическая территория у нас богато представлена здесь. Поэтому спасибо Арсению Сергеевичу, спасибо республике за, как всегда, качественную, отличную отработку. Уруяхал! Всего же фестиваль «Вкус Арктики» будет работать 2 дня. Ее участниками стали все представители российской Арктики и зарубежных стран. В программе мастер-классы от именитых шеф-поваров и представителей КМНС, дегустации блюд, концертные номера. Ключевое событие – кулинарный марафон арктической кухни. На фестивале представлено все самое лучшее и все самое вкусное. Каждый здесь выбрал тот регион, который он захочет посетить. Наша задача – это не только накормить, но и привести к себе. И я уверена, что это послужит также развитию гастротуризма в Российской Федерации в целом. Айсена Барнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя. Помните, что единственный способ наконец-то остановить пандемию коронавируса – это, безусловно, вакцинация. До встречи в эфире.